Селям алейкум, сагалы телесерджилер. Это программа Софрага Бюренес на телеканале Милет, и я рада встрече с вами. Еще совсем недавно перепелиное мясо считалось исключительным деликатесом, который можно было отведать только в дорогом ресторане. А восточные мудрецы настоятельно рекомендовали употреблять такое диетическое мясо, так как считалось, что оно очень полезное и существенно продлевает жизнь. Перепелка, запеченная в духовке, блюдо сегодняшней программы. О секретах приготовления данного блюда расскажет наш сегодняшний гость. Историк, журналист, теолог, начальник отдела организации религиозных мероприятий и Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя Зинифей Ханум. Религия – это сила, которая сопровождает человека всю его жизнь, ведь она является одной из главных ценностей мироздания. Сохранять ментальность, традиции и многовековой национальный опыт – все это воплощает в жизнь Зинифе Ханум. Организация семинаров, конференций, национальных праздников, религиозные мероприятия вдохновляют героиню нашей программы, ведь счастливые лица гостей являются стимулом к новым победам и свершениям. Зинифе Ханум не только активный руководитель, но и обаятельная телеведущая. Она сочетает стиль и национальный образ настоящей крымской татарки. Глядя на нее, можно лишь восхититься, ведь для создания ежедневного образа Зинифе Ханум не обращается за помощью к дизайнерам и стилистам. Свой образ она создает сама. Фес – это главная изюминка ее образа. Каждый узор – это не только орнамент, но и глубинная история народа. В своих кулинарных способностях Зинифе не боится экспериментировать. Знаете ли вы о секретах приготовления перепелиного мяса? Нет? Секрет пикантного авторского блюда раскроет гость Зинифе Ханум в программе «Софрага Бюренес». Зинифе Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Хош келдинус. Саулыңыз. Рада вас видеть на нашей кухне. Взаимно. Зинифе Ханум, что сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить запеченную перепелку в духовке с картофелем под горчично-медовым соусом. Угу. Блюдо необычное. Такое, не каждый день такое готовим. Почему именно это блюдо? Расскажите. Ну, оно очень простое в приготовлении, но в то же время оно очень изысканно смотрится на столе и очень вкусное. Отлично. Итак, давайте расскажем нашим телезрителям, что нам понадобится для приготовления. Ну, для приготовления этого блюда нам нужно будет перепелиное мясо, картофель для гарнира. Для соуса нам нужно будет горчицу, мед, лимон, специи, чеснок и для оформления уже помидоры, салат. Угу. Хорошо, ну что, тогда я вам предлагаю приступать. С чего мы с вами начнем? Ну, начнем, наверное, с перепелки. Нужно будет ее подготовить для того, чтобы потом отправить в духовой шкаф. Поэтому мы ее сейчас заправим специями в медово-горчичном соусе и затем приступим к картофелю. Так, то есть мы сейчас, я так понимаю, будем готовить маринад. Такой, да, маринад, смажем перепелку, и потом уже, пока она будет отстаиваться, минут 10, мы будем заниматься картофелем. Вам дам лимон, чтобы вы его разрезали. Нужно будет нам буквально половинку лимона. Возьмем мед. Угу. Буквально чуть-чуть для этого соуса, чтобы у нас перепелка была сочная. Расскажите, почему именно мед? Может быть, чем-то его можно заменить? Откуда вообще такой рецепт соуса интересного? Он добавляет сочности, такой вот сочетание с лимоном, такой кисловато-сладковатый вкус, поэтому очень оно хорошо сочетается вместе. А мы внимательно следим за процессом. Мед, черный перец, горчица. Так, лимон я держу наготове. Так, буквально получилось 3-4 капельки больше, лимонного наверное, сока. Возможно, немного больше для того, чтобы... Если мед густой, то лимонный сок, он хорошо растворяет. Зинифе Ханум, ну вот пока вы готовите соус, хочется, конечно же, и пообщаться. Расскажите о себе поподробнее. Давайте по традиции начнем с детства. Как проходило ваше детство? Кем вы мечтали стать? Детство, наверное, это самая прекрасная пора. И несмотря на то, что были довольно-таки сложные условия, потому что мы на тот момент только переехали в Крым, это был 88 год, мне было 2 годика. Мы попали в село, где нет условий, работы и вообще ничего. Но, тем не менее, детство прошло довольно-таки, было счастливо и прошло хорошо. И вот уже к 1 классу я уже знала, понимала, кем я хочу быть. И вот на встрече одноклассников, когда преподаватель, учительница завела нас в 1 класс и спросила:
кто кем хочет стать, я тогда сказала, что я буду доктором. Мгм. Но, к сожалению, мечта не воплотилась в реальность. Да, врачом я так и не стала. Но, тем не менее, как-то вот в процессе своей жизни я приобретала вот эти навыки, знания медицинские. Потом я поступила на исторический факультет. Ага. Все-таки это совсем другое направление, да. Но, тем не менее, интересовалась историей. И было такое безудержное желание все-таки узнать что-то новое, открыть это для общественности. И вот в результате поступила на исторический факультет в КФУ, Таврический национальный университет. Так, у нас соус готов. Берем перепелку и смазываем это все в соусе. Ну что ж, вот мы берем тушку перепелки Да. и всю всё её делаем хорошенечко руками. Да, отлично. Так, значит, по образованию вы историк. Не только историк. У вас да. 2 образования. 3. Послушайте, ну это весьма сложно. Так, давайте Ну и по перечислим. Историк совместительству. 1, Да. дальше Журналист. 2, И вот недавно закончила факультет теологии в Российском исламском институте, да, в Казани. Ну и по совместительству еще мама. Это, наверное, самая важная профессия для женщины. Да, вот я знаю, И что самая вы любимая. мама 2 замечательных детей. Как удается совмещать? Во-первых, 3 образования, 2 детей, опять-таки работа. Расскажите. Совмещать, в принципе, сложно, но удается. Мгм. Удается, потому что ты все это делаешь с любовью. И самая основная цель в жизни – это поставить детей на ноги, воспитать из них хороших, достойных людей, чтобы после себя оставить такой хороший след, наверное, и продолжатели своего дела – это дети. Так, Зинифия Ханум, я вижу, вы добавили соли еще немножко. Чуть-чуть соли я добавила, да, чтобы перепелка она была со вкусом. Вообще, в идеале нужно ее замариновать и где-то на полчасика оставить, чтобы она отстоялась и впитала вкус вот этих специй, и мясо было не пресное, а такое слегка солоноватое. Ну вот смотрите, я думаю, что у нас она тоже будет мариноваться какое-то время, потому что у нас еще есть картофель, у нас еще да. есть чем с вами заниматься. Я знаю, что вы с детьми любите путешествовать по Крыму. Любим, да, Расскажите, и активно в какие последнее время это делаем. С детьми отдыхаем, пока есть такая уникальная возможность в Крыму объездить весь Крым за летний период. Ну, как-то так. Море, горы, путешествия, зоопарки, все что угодно. Действительно, красивых мест у нас очень много. Какие у вас любимые места? Поделитесь. Крым, он весь великолепен, и вот так обозначить какое-то конкретное место, наверное, сложно. Главное в этом деле хорошая компания, и рядом, если есть дети, то это уже весело, и всегда весело. Это точно, да. Лучшая компания – это ваша семья и ваши Да, дети. родные. Мы, наверное, добавим немножечко масла. Можно оливковое, можно подсолнечное слегка. Я думаю, вот достаточно. Всё, да? Хорошо. Совсем буквально немножечко масла. Да. И что ж, мы оставляем. Мы это откладываем, да, буквально на 10-15 минут. Впереди у нас еще не менее интересные процессы. Да? Что мы сейчас будем с вами делать? Ну, можно приступать к картофелям, нарезаем его кольцами. Я пока буду очищать чеснок. Все отлично, занимаемся интересным делом. И хочется поговорить об основной вашей деятельности. Вы начальник отдела организации религиозных мероприятий. На данном этапе, да. Расскажите, что собой представляет ваша должность, как это все происходит, полностью о своей работе. Угу. Ну, работа у меня довольно-таки интересная. Я занимаюсь организацией религиозных мероприятий при Духовном управлении мусульман Республики Крым. Сам процесс организации этих религиозных мероприятий, он тоже очень увлекателен, потому что ты готовишь праздник для своих соотечественников, и хочешь их порадовать, удивить, и каждый раз что-то новое нужно придумывать. И, конечно же, в этом нам помогают наши творческие коллективы. Какие мероприятия вы организовываете? Ну, я так понимаю, наверное, Ораза Байрам, Курбан Байрам. Да, совершенно кроме этого верно. еще что? Вы знаете, вот после того, как наши религиозные мусульманские праздники, они были приняты на законодательном уровне, и уже в эти дни мы отдыхаем, и по республике эти дни у нас считаются выходными днями. У нас появилась такая возможность в эти дни на республиканском уровне проводить такие массовые мероприятия в центре города. Вот мы уже на протяжении 3 лет это делаем успешно. Буквально недавно у нас проходил праздник День флага крымско-татарского. И вот тоже в этом процессе мы были вовлечены. И вот весь этот процесс подготовки, естественно, он занимает время. В Духовном управлении у нас работает порядка 40 человек. И это все молодые, активные ребята с новыми идеями, с желанием что-то делать, придумывают постоянно. И поэтому в результате у нас получается очень хорошая командная работа. Слаженно работаем очень, потому что идем к одной единственной цели – это
просветительская духовная работа и, естественно, сплотить крымско-татарский народ. Я уверена, что у вас очень хорошо все получается, потому что, Надеемся. да, глядя на результаты праздников, результаты различных мероприятий, опять-таки видно, что работа проделана колоссальная, и люди, я думаю, довольны. Мы надеемся на это, да. Это очень хорошо. Ну что ж, Зенифия Ханум, картофель нарезан, оцените толщину Всё кусочков. отлично, Нормально, да? Он и не толстая толщина, и не тонкий, он пропечется, и все. Все, хорошо, я очень рада. Так, чеснок тоже у нас получилось 5 Готов. зубчиков чеснока вы почистили. А что теперь мы делаем с картофелем? Картофель нужно будет заправить, посолить, поперчить, и потом уже все это вместе с перепелкой убрать в духовой Ну вот шкаф. давайте это все вот в эту емкость мы, да, переложили. Там можно будет посолить отдельно, солим. чтобы картошка тоже была со вкусом. И немного перца черного. Я думаю, черный перец не помешает. Да, в для правильном вкуса. количестве он определенно добавит вкус и не будет, я думаю, лишним. Да. Все это перемешиваем. Мы будем наблюдать и запоминать. Да, я тем временем хотела бы у вас узнать, что вы работали в школе, у вас есть опыт преподавательской деятельности. Да, ничего от вас не скроешь на самом деле. Ничего от нас не строишь, все мы узнаем так или иначе. Рассказывайте об этом тоже, потому что работа не из легких, согласны? Не из легких, но работа очень такая увлекательная. Это постоянное общение с детьми, но я устроилась на работу именно на таком жизненном этапе. Я еще была довольно-таки юная, был 4-й курс университета, и я по своей собственной воле взяла свободное посещение в университете и отправилась на поиски работы в школе. Вот таким образом я устроилась в 42-ю школу в Каменке. Вы преподавали историю? Историю, да, историю для младших и старших классов. Было сложно, не спорю. Но оно того стоит. И согласитесь, опыт колоссальный опять-таки Да, приобретается. жизненный опыт, да, приобретается колоссальный. И на самом деле дети, они очень интересные такие творения, конечно же. И они очень разные на разных этапах возрастных. Поэтому для работы в школе, наверное, в первую очередь нужно быть хорошим психологом. Потому что ты должна понимать ребенка, не забывать, что ты тоже был когда-то ребенком, и это внутренний маленький мир человека, который нельзя разбивать там плохими оценками, замечаниями неоправданными. Поэтому вот как-то вот надо все это постараться сочетать. в первую очередь стать для ребенка другом, скажем так, да, а потом Другом, уже а потом педагогом. уже педагогом. Но не перегибать палку, потому что субординация должна быть. Это я с вами соблюдена. согласна абсолютно. Я уже вижу, что вы начали нарезать чесночок. Куда пойдет у нас чеснок? Давайте расскажем. Ну, чеснок, в принципе, если мы будем запекать перепелку с картофелем, то нужно обязательно сначала под фольгой, потому как картофель должен пропечься. Поэтому чеснок мы можем использовать сразу. В случае, если перепелку мы запекаем отдельно без картофеля, то мы ее можем запекать без фольги, чтобы она покрылась такой румяной корочкой. Да. И только после этого мы можем после приготовления перепелку обмазать чесноком. Потому что сразу чеснок обгорит. Но в данном случае мы используем первый вариант. Это мы запекаем перепелку с картофелем одновременно. Поэтому чеснок можем добавить, потому что под фольгой он не обгорит и будет приятный аромат. Итак, Зенифия Ханум, вот о качествах педагога мы поговорили. Хочется узнать, как вы считаете, какими качествами должен обладать руководитель? Нужно всегда оставаться человеком, несмотря на то, на какую должность ты занимаешь по жизни. Но нам очень крупно повезло, потому что у нас, как я уже упомянула, работает молодой коллектив, и мы очень уважительно относимся друг к другу. Разницы я начальник, а ты исполнитель и сотрудник, мы как-то этого не ощущаем. Мы работаем командно, поэтому все хорошо. Да, это очень важно. Кстати, готовите часто? Расскажите, что вам заказывать, что любите готовить больше всего? Давайте так. Ну, утро у нас, выходное утро у нас начинается с приготовления блинов. Это обязательно. Вот, дети уже знают, что мама приготовит. Пытаюсь приготовить не только вкусную, но и полезную еду. Вот, и сегодняшнее блюдо не исключение. Не исключение, да. Итак, чеснок нарезан. Да. Так, что Он мы у с нас ним делаем? готов. Давайте Мы его расскажем. можем добавить уже так перепелки. Ну и в принципе мы можем уже перемешать картофель и все вместе отправить уже на противень в духовой шкаф. Так, ну что, давайте вы Можно покажете уже. мастер-класс, как это нужно делать. Все легко и просто, да? Очень легко, да, это все делается. Блюдо под силу каждому. Я думаю, что да. Главное все это делать, готовить с любовью, и все будет хорошо и вкусно. Как вы так ловко ручками это все делаете.
о ваших работах очень хочется тоже рассказать, потому что там и вышивка, и фесы красивые. Ну, это на досуге, наверное, все это делается. Это больше хобби, Ага. занятие любимое, скажем так, которое позволяет расслабиться немножечко. Как-то уходишь вот в ту старину и начинаешь испытывать такие необыкновенные чувства, когда начинаешь вышивать. Ну, все-таки корни, наверное, тянут. Вышивка национальная, я так понимаю. Да, национальная Старинная, вышивка, вот как бы, да, всё как да. полагается. А где вы этому учились? Ну, пошла на курсы во время декрета. Угу. Вот, и в течение года я обучилась этому мастерству. Сейчас очень активно происходит вот этот вот этап восстановления вот этих всех элементов крымско-татарской вышивки, орнаментов, изучения, именно притворения этого вот в изделия, этих орнаментов. Я смотрю, даже девочки, школьницы вышивают, посещают эти курсы, да, и результат он ошеломляет. И это старинная вышивка, тем она и ценная. По всему Крыму, повсеместно проводятся такие курсы, насколько мне известно. Женщины приезжают, обучаются вышивке. Это и школьницы, и женщины пожилого возраста. Они все-таки хотят научиться и передать это мастерство вот своим детям. Есть ли коммерческая сторона? Они как-то продаются, либо вы их, может быть, просто дарите кому-то и носите сами? Ну, зачастую дарю, если человеку нравится, да, эта работа. А в целом, если человек хочет вот именно вот такой, то я, конечно, делаю. Под заказ, да? Да, это бывает очень редко, крайне редко, потому что, Да. опять-таки, это не основной вид моей деятельности. Поэтому И времени на все очень сложно не найти. хватает, да. Как, собственно говоря, и наше время ограничено. Вот, у нас уже все готово, всё и мы готово. можем на противень это да, все у нас выкладывать. есть противень. Ну, посмотрите, какая у нас красота получилась. Они такие милые. Да, очень красиво они у нас вот расположились на Да, противне. вы очень все красиво положили. Я думаю, что будет не менее аппетитно и вкусно. Так, но уже пришло время, у нас уже Отправлять. разогрелась духовка, да, пришло время отправлять в жарочный шкаф. 40 минут при температуре 200 градусов наши перепелки будут запекаться. Мы с нетерпением этого ждем и предварительно накрыли фольгой наш противень. Вот, поэтому мы сейчас это все берем и отправляем запекаться. Как вы связали свою жизнь с телевидением? Потому что я знаю, что вы вели передачу на телеканале «Милет». С телевидением я познакомилась очень давно. Это было в 2004 году, когда я работала на ГТРК, на телеинформационных программах журналистом. Вот. И уже потом закончила журналистику, факультет КФУ. Получив диплом на руки, я пошла с уверенностью дальше по этому пути. Работа на самом деле очень нравится. И вот относительно недавно я работала здесь на телеканале «Милет». Мы вели программу «Мераба Рамазан». Нравится работать, особенно в прямых эфирах. Это очень живо, динамично и интересно. Расскажите о своем первом выходе в эфир. Как это было? Первый сюжет это был сделан на ГТРК, крымско-татарской редакции информационных программ. Это был сюжет, посвященный 18 мая. Как раз я снимала старую женщину, бабушку, которая рассказывала свою историю жизни. Вот. Это было очень волнительно на самом деле, потому что вся семья сидела перед экраном телевизора в ожидании этого двухминутного сюжета, чтобы услышать голос своей дочери. Потом был этап работы на телеканале уже в качестве ведущей, когда я вела программу о здоровом образе жизни. Это был мой авторский проект, и я с большим удовольствием вела эту программу. Она была 20-минутная, и в процессе вот этих 20 минут мы раскрывали, наверное, очень такие актуальные и интересные вопросы, связанные со здоровьем человека, давали полезные советы, рекомендации, беседовали с врачами, специалистами. Ну и была еще и религиозная составляющая в этой программе. Мы смотрели на некоторые вопросы с точки зрения религии, да, ислама, и поэтому программа на выходе получалась, я думаю, что очень интересная. Ну, по крайней мере, отзывы телезрителей мы получали положительные, да. И... А это ли не оценка, собственно говоря? Я думаю, что это самая большая оценка. Да, это точно. Уважаемые телезрители, наша духовка дала сигнал о том, что перепелки уже готовы, но для начала нам нужно подготовить посуду, все украсить, да, для того, чтобы мы могли уже красиво выложить блюдо. И у нас есть листья салата, есть у нас помидор, зелень, лимон, да, и мы будем украшать. Давайте нарежем помидоры, выложим листья салата и приготовим все для перепелок. Как
Как вы проводите свободное время, когда оно у вас появляется? Свободное время я полностью уделяю своим детям. Мы стараемся с ними выбираться из дома и, как уже ранее было сказано, путешествовать. Стараемся обязательно выбираться к морю, потому что дети море обожают просто. Вот. И причем при любой погоде. Если взрослые как-то на море едут сугубо для того, чтобы покупаться, то детям само присутствие уже моря дарит очень много радости. Что сделать с лимоном? Что вы посоветуете? Ну, лимон можно дольками нарезать. Это на любителя уже кто как предпочитает. С лимонным соком, либо без. Ну, еще можно, в принципе, добавлять к этому блюду кусочки ананаса, потому что птица очень любит тоже ананас, и он очень вкусно. Все вместе сочетается. Ну что, мы заканчиваем сервировку, украшение наших замечательных тарелочек. Осталось нам достать наше основное блюдо, перепелок, и тоже положить их сюда. Самый долгожданный момент нашей сегодняшней программы. Самый волнительный. Да. Ну в что ж. принципе, да, блюдо уже готово. Блюдо готово, блюдо выглядит аппетитно, красиво, румяно. И просится, чтобы мы положили все красивенько, аккуратненько вот сюда. Зенифия Ханум, вы как наш сегодняшний гость, как человек, который пришел к нам с этим рецептом, пожалуйста, выкладывайте. Буду угощать. Да, выкладывайте вы и рассказывайте, как у нас что должно лежать, чтобы это было красиво и аппетитно. Угу. Такая вот перепелочка. Да, она очень сочная. А мы видим, да, мы видим. Да, вот сок стекает. Ой, красота. Так, по центру мы выкладываем перепелку. И жаль, что картофель. телезрители не ощущают этого аромата, Да, который аромат сегодня у нас в здесь студии. царит бесподобный. Скоро у нас будет уже время прощаться с вами, поэтому вот расскажите о планах на будущее. Кем вы себя видите через 5 лет? Это очень философский такой вопрос. Вот давайте пофилософствуем немножко напоследок. Потому что планировать, конечно, хорошо, но, опять-таки, как человек верующий, я все-таки прошу у Всевышнего всего самого наилучшего для себя, для своих родных. Ну и надеюсь, скажем так, на лучшее. Да, а в будущем вижу себя довольно-таки успешной женщиной, у которой масса планов на будущее, которые я хотела бы реализовать. Но мы уверены, что все обязательно осуществится. Да, я тоже на это надеюсь. Это точно. Главное желание и верить в свои силы. И я это желаю всем нашим телезрителям, чтобы они ни на минутку не сомневались в своих силах, в том, что у них все получится. Да, вот мы ни на минутку не сомневались в том, что у нас получится такая замечательная перепелка. И вот смотрите, мне кажется, она даже превзошла наши ожидания. Да. Не правда ли? Она получилась довольно-таки сочная, и картофель тоже. Да, кстати. тоже очень уместен. Угу. Зенифия Ханум, ну посмотрите, как красиво. Мне очень все нравится, но мне кажется, не хватает еще немножечко зелени. Да, вот у нас есть петрушка. Можно украсить. Давайте украсим обязательно. Буквально вот немножечко по одной веточке. Да, по одной веточке на каждое блюдо будет, я думаю, вполне достаточно. Вот так вот раз. И вот такую вот, например, куда-нибудь вот сюда. Два. Как вам? Мне кажется, очень даже красиво, очень аппетитно. Можно подать на любой праздничный стол, любым гостям. Я думаю, будет приятно отведать такое блюдо. Да, и главное, экономия времени. Да? Все это за короткий период времени мы приготовили Да. очень даже вкусное и изысканное блюдо. Дорогие друзья, вот что у нас получилось. Замечательная перепелка, нежная, аппетитная, ароматная, с зеленью, с чесночком. И это просто идеальный вариант для подачи горячего блюда на стол. Зенифия Ханум, хотели бы вы что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Хотела бы сказать всем нашим соотечественникам и вообще людям, которые живут у нас в Крыму, чтобы все у нас было хорошо и было мирное небо над нашей головой, чтобы наши дети росли в любви, взаимопонимании, и мы были все счастливы. Отличное Всем пожелание. добра. Да. Отличное пожелание. И вам тоже мы желаем добра, тоже мы желаем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, чок саволнас за то, что вы пришли с таким вот замечательным, уникальным рецептом. Спасибо, что дали такую возможность. Да, готовить с вами на этой кухне было просто одно удовольствие. Взаимно. Спасибо. А вам, дорогие наши телезрители, желаем прекрасного настроения, побольше улыбок, и пусть каждый ваш день будет удачным и счастливым. Аштатлы Улсун, Корюшкенджи!